Хоккей – спорт относительно молодой для нашей республики, но за последние годы наша хоккейная команда одержала немало побед на межрегиональных турнирах. Так, этим летом трое ингушских хоккеистов Алаудин Бузуртанов, Ансар и Магомед Мальсаговы прошли отборочные испытания и попали в хоккейный клуб «СКА Стрельна» города Санкт-Петербург. Руководитель Республиканского хоккейного центра нашей республики Ваха Аушев считает это большим успехом как для республики, так и мощным стимулом для подрастающего поколения хоккеистов. Я думаю, это хорошая мотивация для наших детей, потому что все, как говорится, возможно. Если у нас трое сегодня попало в ведущую школу страны, значит, у нас есть хороший потенциал. И в свою очередь мы проделали работу, у нас есть уже отношения, да, личные отношения с директорами, то есть моими коллегами, которые являются директорами одних из лучших школ. То есть мы сейчас на данный момент у нас акцент внимания идет на две столицы, то есть на Москву и город Санкт-Петербург. Во-первых, и добираться родителям будет легче в будущем, когда будут уже дети трудоустроены. Конечно, домой ездить, приезжать. То есть мы в основном рассчитываем на эти два города. И, конечно же, мы сейчас проводим работу и с школами, которые находятся на Урале, в Сибири. Попасть в хоккейную лигу северной столицы – это, несомненно, большой успех. Но чтобы достичь этого, ребятам пришлось здорово потрудиться. Для Алаудина Бузуртанова и Ансара Мальсагова хоккей – это не просто хобби, а нечто большее. Ребята хотят попасть в высшую лигу. И ради этой мечты свои 11 лет они готовы преодолевать трудности и отказывать себе во многом. Нужно сказать, что у обоих мальчиков быть спортсменами на роду написано. Отец Алаудина Бузуртанова – Астемир, мастер спорта по дзюдо и самбо, пятикратный чемпион России по дзюдо и мастер спорта по самбо. Сейчас он работает тренером. Дед Ансара Магомед Салим Мальсагов – мастер спорта по вольной борьбе. Получил он это звание еще в 70-м году. Он отмечает, что наша республика достигла больших успехов в силовых видах спорта и единоборствах, но сейчас нам необходимо воспитывать ребят игровых и командных видах спорта. Хоккей – это, я считаю, один из тяжелых видов спорта, где нужно серьезно тренироваться, отдаваться этому виду спорта, ну и, соответственно, будет и результат в зависимости от объема выполненных работ. Алаудин Бузуртанов занимается спортом с раннего детства. Вначале это был бокс, потом возникали мысли заняться дзюдо, но как только в республике открыли хоккейную школу, он решил попробовать свои силы в этом виде спорта, рассказывает отец Алаудина Астемир. У нас только строились ледовые арены, но уже команда собиралась уже. И вот мы приехали, тренировки вначале были сухие, то есть на стадионе проводились тренировки, так как льда не было, была физическая подготовка. И какие-то навыки оттачивались с клюшкой на сухих площадках. И вот он стал ходить, пару недель походил, потом мои друзья стали отговаривать: ну какой хоккей будет в республике, в Ингушетии, это невозможно, да, должен пройти 20 лет перед тем, чтобы хоккей развиться, зачем ты мальчика гробишь, отдай его туда. Ну я говорю, Алашка, его называют, сын у меня Алаудин, я говорю, Алашка, тут хоккей, навряд ли будет развиваться, я говорю, давай пойдем в бокс. И я его отдал параллельно там, где я тренирую. Я работаю в школе Кажева, наша школа дзюдо, и там боксерская секция. Вот я отдал тренеру, и он стал тренироваться. И очень удачно, то есть начал тренироваться, боксировать, стал республиканский турнир по боксу выиграл. Такой тренер стал его хвалить, даже любимчиком тренера он стал, его начали называть даже мини-кувалда. У тренера Кувалда была кличка, мини-кувалда у него кличка, потому что удар был крепкий. 2 года мальчик занимался боксом, но чувствовал, что это не тот вид спорта, которому лежит его душа. И в 2016 году в республику приехал тренер по хоккею с 20-летним стажем работы. Сам в прошлом именитый хоккеист новокузнецкого «Металлурга» Анатолий Чурабаев. Он дал мальчику базу, но вскоре Анатолий Булатович умер от болезни. И это был стресс для Алаудина. Он сильно переживал. Позже команду «Асса» начал тренировать новый тренер Александр Игоревич Плотников. И сегодня это имя стало синонимом успеха нашей хоккейной команды. Когда он стал с ним тренироваться, работать, он раскрыл этот хоккей, потенциал, дал им товарищеские игры, все этот интерес. И он просто-напросто влюбился в хоккей, после чего вышел фильм «Легенда 17», знаменитый «Легенда 17» фильм. И посмотрев этот фильм, увидев вот этого Харламова, в художественном фильме,
Все уже, его уже не было остановить. Он уже и утром, и вечером, и тренировки, папа, и физически готов был тренироваться. Свободное время, вот если свободное время, мы идем на лед, и он по 5-6 часов на льду катается. 5-6 часов. Я иду кушать, чай попью, где-нибудь посижу, он катается. Я говорю, пошли домой, я говорю, выходные, я говорю, отдыхать. Папа, дай, говорит, еще поработаю. Там массовое катание идут, людей не берут, кружку возьмет, поработает, кружка. Вот эта любовь к нему, какие, вот так потихонечку, то, что у него стало получаться. Потом начали персональные тренировки, тренер проводил с ним, помогал во всем, Александр Игоревич. В составе команды «Асса» Алаудин Бузуртанов выезжал на турниры во многие города России – Невинномысск, Краснодар, Буденновск. А после того, как команда стала получать призовые места, появилась возможность выезжать и на более значимые соревнования. Первая такая поездка состоялась в Астрахань на всероссийский турнир «Золотая шайба». «Золотая шайба» – это очень такой популярный турнир. Многие дети мечтают поиграть на нем, даже попасть. И вот они там сыграли, короче, потом были в Уфе. В Уфе действительно они поняли, что такое настоящий хоккей. Потому что они там сыграли, по-моему, 8 или 9 игр. И вот там уже вот от этой Уфы ребята стали уже набирать. То есть уже было видно, кто как играет полностью. И команда очень такая сгруппировалась, очень хорошая. Санкт-Петербургский хоккейный клуб «СКА Стрельна» входит в 5 лучших в стране. И чтобы попасть в него, ребятам надо было выложиться на все 100%, продемонстрировать свои навыки катания, бросковую технику, игровое мышление и общую физическую подготовку. И они не подкачали. А Стимир в какой-то момент почувствовал даже гордость за сына. Мы все волновались, сможет ли он показать себя, как он покажет волнение. У него 4 просмотра, у него лед, катание, бросковое, все это надо было ему пройти. И Вах говорит, я сидел, думал, что сейчас все пришли, сейчас все смеются, думают, как будет игурский парень кататься. А он вышел и показал очень хорошее катание, очень хорошее мышление показал в хоккее, хорошие броски показал. И знаете, все так смотрят, думают, чей этот парень полностью. А потом, за что Александр Игоревич, что у них тренер русский парень, который очень хороший тренер, который все это... Папа говорит, я говорит, не потерялся, папа говорит, спокойно вышел, говорит, и показал на все, что я способен. И они меня взяли, говорит, вот так, говорит, удивились, очень довольны остались. Конечно, сейчас ребята находятся вдали от дома, и в их графике ни одной свободной минуты. Занятия в школе, тренировки, домашние задания, сон и так каждый день. Южная команда «СКА Петергоф» с недавнего времени взяла меня в свои ряды. Ледовый дворец большой, крупный, красивый. Здесь очень хорошие тренера, очень хорошие ребята. Меня очень сильно приняли хорошо. Я со всеми дружу. У меня есть хорошие отношения. Вообще меня тепло приняла эта команда. Так что все хорошо. Как мне живется вдали с папой, мамой? Конечно, первое время было мне тяжело. Да, тяжело было. Сам стою, без школы никто не будет. Ну, с каждым днем все привыкаешь, все легче и легче. Хочу проявить большую благодарность своему тренеру Александру Игоревичу за то, что меня тренировал, за то, что каждый день я ходил на подкатки, то, что он меня всегда тренировал. Хочется ему большое спасибо сказать. И также хочется сказать большое спасибо Вахе Аушину, который привез меня на просмотр, и то, что я его здесь не подвел. Мне очень нравится обстановка СКА. Спасибо вам большое, СКА, то, что приняли, и я буду играть достойно. Дед Ансара Магомед Салим Альсагов тоже верит, что у внука великое будущее, и первый шаг к этому он уже сделал. Мальчик попал в знаменитую питерскую команду. Сейчас все зависит от него. Хоккей – это национальный вид спорта в России, который год от года набирает свою популярность. Хоккейные команды и клубы есть практически в каждом городе, а в нашей республике тренируются сразу 2 команды – РЗИ и АССА. Пока молодежь набирается опыта, демонстрирует результаты на различных турнирах, руководство ведет переговоры с известными клубами, чтобы наши ребята смогли добиться успеха не только на всероссийском уровне, но и мировом. Как и в любом другом виде спорта, хоккей полезен для укрепления здоровья, выработки физических данных и характера. Кстати, насчет характера. Алаудин Бузуртанов и Ансар Мальсагов участвовали на недавнем товарищеском матче Санкт-Петербурга и показали неплохие результаты. А вскоре их ждет игра с финской командой.